Чао-чао, атути! Всех приветствую на моем канале. Декабрь уж наступил, повсюду гремит новогодняя реклама, а мы идем на пляж. Ведь всегда полезно строить планы на будущее и понимать, что зима не бесконечно будет знойное лето. Именно сейчас есть возможность хорошо рассмотреть и показать вам топовые места Сардинии без туристов, на которых вы можете увидеть вот такой флаг. Этот голубой флаг является международной наградой за чистоту, за прекрасную экологию. Тот пляж, который вы сейчас видите, называется Басса Тринита. Его еще называют Байя Тринита, но правильнее все-таки Басса Тринита. Этот пляж удостоен голубого флага, как один из самых чистых и красивых райских уголков земли. Но не только один он. На Сардинии их 40 пляжей, названных группой экспертов мира по результату исследований, проводящихся каждые 4 года с 1987-го, самыми безопасными и чистейшими. Вот на этом месте летом стоит чудесный бар, где многочисленные туристы любят провожать день, наслаждаясь красивым закатным солнцем, втягивая бокальчик просекко или апероля. Возможно, это одна из причин, почему именно этот пляж является любимцем даже у самих местных. Вот эту фотографию я сделала здесь. Действительно невероятно красивое закатное солнце. А еще этот пляж любит за облагороженную территорию. С двух сторон он окружен удобным спуском к морю, который предусмотрен прежде всего защитить прекрасные цветы и растения, которые растут на белоснежной дюне от вытаптывания ногами многочисленных туристов. Сейчас видите маленькую церквушку, которая была построена в 18 веке. Она была сердцем крошечной деревушки, и именно она дала название пляжу. Церковь называется Делла Тринита, то есть Святой Троицы, а пляж Басса Тринита. Басса значит низко, низкий. И действительно, чтобы добраться до пляжа, нужно вот по такой дорожке спуститься от церкви вниз. Таким образом, буквальный перевод названия пляжа: под Троицей, то есть под этим святым местом, находится этот чудесный пляж. Правильно он называется Ла Спьяджа ди Басса Тринита. Вот он, этот красавец пляж, любимец отдыхающих на архипелаге Ла Мадалена. Летом всех этих камней практически не видно, поскольку пляж усеян туристами. А сейчас здесь, как и на Кала Сирене, если смотрели мой последний влог, то осведомлены, что это значит безмятежное спокойствие. Но почему же здесь нет этого слова «кала»? Потому что, если вы хорошо смотрели, то помните, что «кала» переводится как «бухта». Здесь же довольно открытое пространство. Его легко найти и до него добраться тоже. Здесь даже есть довольно большая парковка. И оставляя машину наверху, всего-то и делов, что спуститься вниз по деревянной дорожке. А теперь вспомните дорогу на Кала Сирена, что называется, найди 10 отличий. Конечно, первое, этот пляж более благоустроенный, даже с баром наверху. А для тех, кто сторонится таких бесовских учреждений, можно отправиться в античную церковь, где возблагодарить Создателя за наличие на планете таких красивых мест и нашу возможность их увидеть воочию, вживую или, благодаря современным технологиям, узнать об этих местах. И, может быть, даже захотеть приехать сюда, смотря, например, мой канал на YouTube. Итак, осмотримся. Мы видим пляж уже с другого берега. Честно признаться, я сама еще до сюда не доходила. Это был мой первый визит на эту часть. А вот свое первое посещение этого пляжа я помню хорошо. Было очень людно. И что меня удивило здесь, не эти красивые лепьянты, да, растения под ногами, а наличие на песке муравьев, которые не кусались, но то и дело назойливо забирались то мне на руку, то на ногу. И так как первое время тяжело было запоминать название, я запомнила этот замечательный пляж как пляж с муравьями. И сейчас, признаться честно, была очень удивлена тому, что если, минуя головы многочисленных туристов, пробраться за пределы того, что ты видишь, можно найти вот такие красивые и, думаю, не столь переполненные людьми кусочки мозаики того пляжа, где мы с вами гуляем сегодня. Сикияма, он называется Басса Тринита. И насчет названия у меня была ошибочная версия. Я посмотрела, что Тринита переводится как Троица. И я подумала, что, возможно, Басса Тринита значит низкая Троица, то есть пляж, включающий такие 3 составные части. Но вот я точно уверена, что до этой части добираются не все, оседают ближе к бару, и тем более до следующей такой райской маленькой лагуны, которую скоро увидите, точно мало кто добирается. Сейчас расскажу одну интересную вещь. То, что держит в руках муж, это корни суперполезной морской травы поседонии. В моих видео я неоднократно рассказывала об этом растении, благодаря которому тут такая чистая вода. А что же такое вот это? Вот эти розовенькие штучечки, напоминающие приклеенную жвачку. Напишите в комментариях, какие версии у вас были. Возможно, это какой-то паразит,
Может быть, это вообще лучше не трогать? Но если вы хорошо присмотритесь к песочку этого пляжа, то вам совсем не покажется, что он немножко розовый. Сейчас предлагаю послушать объяснение морского биолога. Правда, на итальянском, но я вам, конечно, переведу. Кто изучает итальянский, будет полезно. Miniacina miniacia è una sola cellula che è fatta uno scheletro duro come l'agoschi, ma rosa. Quando questo animale muore, oppure quando si stacca così la posidonia, guarda, questo qui si stacca da qui, diventa un pezzettino di frammento rosa che è molto leggero. È rosa per questo animale. Миниачина миньяча. Так называется это животное, которое прикрепляется к корням поsidонии. Но это не паразит, это всего лишь одна большая клетка, покрытая твердым розовым панцирем. Когда это животное умирает, оно отделяется от корня поsidонии, и этот маленький розовый кусочек, невероятно легкий, конечно, с приливом попадает куда? Правильно, в песок. И там, где этих животных было много, а значит в песке много этих необычных розовых черепков, песок приобрел такой райский, приятный розовый оттеночек. И вот он еще один маленький кусочек края в мозаике Баса Тринита. Песок, если смотреть внимательно, и здесь немножечко розовый. Есть на Сардинии один пляж, очень известный, называется Ла Спьяджа Роза, то есть так и называется розовый пляж, где было очень много этих розовых черепков в песке. Люди долго ломали голову, откуда такой цвет. В частности, и мой муж, как один из ученых, работал над этой проблемой. И они выяснили, пожив на этом райском пляже, не смыкая глаз с песка ни днем, ни ночью, однажды с сильным приливом пришел ответ. На корнях, выброшенной в большом количестве поsidонии, ученые наконец обнаружили этих розовеньких животных. Кстати, это была правильная теория моего мужа. Она составила основу книги, которую они написали. Вот она, эта книга. И сейчас на этот пляж можно попасть только с гидом в составе туристической группы. И я там был, мед, пиво пил, и я там была. Но искупаться не перепало, потому что купаться там тоже запрещено. На Сардинии очень дорожат этой великолепной флорой и фауной. И была даже одна история такого современного отшельничества, когда на этом пляже по контракту с властями поселился один человек. Его имя Мауро. В течение целых 30 лет он был, можно сказать, хранителем этого места. Жил уединенно в небольшом домике, без жены и детей, в отличие от Джузеппе Казула, личность которого вам знакома, если вы смотрели мое видео о Кандео. Но опять же, в отличие от него, Мауро не удалось прожить всю жизнь в этом маленьком уединенном домике, потому что его попросили вернуться на Большую Землю, не желая продлевать контракт в силу отсутствия финансирования. Но, конечно, об этом месте будет другое видео. Если вы заметили, здесь даже скалы имеют такой интересный розовый оттенок, и на Сардинии можно даже играть в такую игру, включающую наше воображение, вглядываясь в каменные фигуры внимательно. Выигрыш будет за тем, кто больше увидит в камне природных скульптур, каких-то арт-объектов, фигур животных, лиц людей. Говорят, очень полезно тренировать свое воображение, потому что оно дает нам большую силу для реализации всех наших желаний и мечтаний, потому что их реализация порой зависит от четкости того, что мы представляем, от конкретной картинки, куда мы хотим отправиться. Такой маленький лазурный пляжик мы с вами увидели, уединенная такая бухточка. И осталось совсем чуть-чуть до одного загадочного места, которое, посмотрите, начинается великаном, как будто показывающим нам 2 пальца. Хорошо, что не средний, значит, можно идти спокойно дальше. Второй рукой он как будто опирается о землю. И минуя этот каменный коридорчик, мы снова оказываемся на каменном пространстве, где можно дать волю парейдулии, то есть возможности что-то необычное видеть. В данном случае в скалах предметы, фигуры. Но нас с вами интересует вот та темная часть, куда мой муж положил голову, как будто пытаясь что-то услышать или получить некую космическую энергию. Возможно, просто погреться, потому что к темным скалам припекало, и они подразогрелись от солнышка, которое жаль, что с них ушло, потому как при солнечном свете хорошем мы с вами можем увидеть, что эти скалы необычного зеленого цвета. Это очень редкое явление. Муж говорит, что заканчивается гранит и начинается базальт. Тот же материал, что имеет и вулканическая лава, но это не вулканическая лава. Посмотрите на это место. Выглядит очень необычно. Камни округлой формы, как будто окаменевшие яйца динозавра эпохи юрского периода.
Но самое необычное здесь даже не это, а то, что называют венами скал. Выглядит довольно внушительно, как какой-то древнейший, замерший на века вечный организм. Кварц такими интересными вплетениями, словно вены, врезается в базальт. Муж говорит, что это очень похоже на фусилии, древнейшие, окаменевшие, ороговевшие организмы, по которым читают историю Земли. Но в данном случае это не они. И сейчас мы приближаемся к такому камню, который у меня лично вызвал ассоциацию с большим сердцем. Вот он. Такой символ вечной жизни природы вне деятельности человека. Море здесь тоже очень необычное. Здесь нет никаких фильтров. Такие натуральные, интересные, разные цвета. Кому каменные мозги? Вспомнилась сказка «Волшебник изумрудного города», когда трусливый лев хотел получить храбрость. Железный дровосек же человеческое сердце, хотел испытывать человеческие эмоции. Такая философская аллегория жизни. И если помните, мозги хотела получить соломенное чучело. И герои не подозревали, что всем этим они уже обладали. И все это проявилось в пути. Опять же, такая философская аллегория, что часто человек себя недооценивает. Но когда начинает искать, когда идет по дороге познания себя, обретая в пути надежных друзей, интересных людей, поражаясь красоте мира, он, наконец, обретает и силу, если он ее искал, и чувства, эмоции, радость, любовь, даже порой разочарование, что же делать. Мозги, когда анализирует, оценивает ситуацию, проявляет свой интеллект и, наконец, доволен собой, а значит, счастлив. А мы с вами уже на другой стороне, от пляжа Басса Тринита. Здесь точно хорошо снимать «Хоббита» или «Властелина колец». Так и кажется, что где-нибудь вдалеке пролетит какой-нибудь дракон, не дай бог прошмыгнет Голлум. У этого пляжа даже нет названия. Муж сказал, что называть это Басса Тринита точно нельзя. И, как мы понимаем, эта сторона у туристов, конечно, не столь популярна, потому что очень много валунов. Но зато идеально для уединения, для кардиопрогулки. Но все-таки даже здесь мы найдем такой необычный, да еще и в вечерних тонах, кажущийся местом из книги сказок, которую я так любила в детстве, «Волшебник Средиземноморья». И вот, видать, эти картинки с силой воображения перенесли меня сюда. Вы только посмотрите на эти скалы. Выглядят несколько зловеще в закатном солнце, как хребет какого-то доисторического животного. И если такой пейзаж напрягает, пугает, то лучше выбрать другой. Нужно помнить, что выбирать только нам. На что смотреть? Куда идти? Жизнь только наша. Давайте ее сделаем яркой, сладкой, вкусной, как сардинские панеттончики, о которых поговорим в следующем влоге, где пройдемся по магазинам. Всем добра, надеюсь, до новых встреч на моем канале и чао!